Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто вас боится? Кто испытывает страх и трепет перед вами? Давайте узнаем, кто эти люди, либо кто этот человек. Загадайте на себя, и пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какая вы необычная женщина. Ну, ей-богу, необычная. У вас такая кроткая внешность. Ну вот знаете, как девочка-дюймовочка, да, как девочка аленький цветочек. Но при этом у вас внутри, ну прям непробиваемая броня. Столько силы, столько какой-то вот прям невысказанной эмоции. Знаете, вот внешность обманчиво мне идет. Да? Вот в вашем случае это 100% работает. Внешне вы выглядите таким вот прям невинным ангелочком, но если вас тронуть, все, земля будет гореть, и небеса рухнут. И многие люди уже с этим столкнулись. Ну, понятно, негативные люди, неприятные люди. Если нормальный человек вот заходит в вашу жизнь, он умиляется, он восхищается. Ну, нормальному человеку не придет в голову вас обижать, да, либо как-то с вами там плохо поступать. А вот эти все негативщики, они ведь думают, что вы такая кроткая, извините, овечка, и что вот я могу с нее там шерсть состричь. Но у овечки такие острые зубы и такие невероятные шипы. Вы как, я не знаю, бронированный ежик мне идете. Вот честно, не обижайтесь, пожалуйста. Вот эта внутренняя мощная сила, она настолько спрятана у вас глубоко, что вот действительно многие об вас зубы сломали. И не только зубы. И челюсти, и головы, и руки, и ноги прям как об камни, прям как об скалы, об гранит разбивались об вас враги. Я их вижу. Целая куча из поломанных людей. Видите? А вы на вершине этой кучи сидите и вот в каком-то таком невинном, да, в невинной позе ножками дрыгаете. Типа, а я тут ни при чем, а это они сами, да, на меня напали. Я всего лишь защищалась, да. Вот как-то у вас так идет. Слушайте, и смешно, и чудно, и ну прям хочется аплодировать вам стоя. Какая же вы крутая, как вы умеете, ну, не то чтобы скрывать, скорее не афишировать, да, вот свои сильные качества. И да, вы ломаете, разбиваете, выкручиваете конечности своим врагам. Вернее, эти враги ваши, да, об вас ломаются, об вашу силу, об ваш стержень, об вашу крепость духа и тела. Вот что мне идет. Просто крутая. Так, а что вы за женщина такая? Давайте на картах еще посмотрим. Ну вот куча покалеченных этих самых недоброжелателей, врагов, там обидчиков, кто они там вам были. Просто свалка какая-то. Вы на вершине сидите, ножками так как-то вот как ребеночек, да, как девочка маленькая теребите, улыбаетесь так, знаете, немножко лукаво, да, но в глазах у вас там чертята бегают. И говорите, а я тут ни при чем, это они сами. Огонь, женщина-огонь мне идет. Что карты про вас скажут? Ну, женщина с секретом, это 100%. Вы не такая, какой себя показываете. И поэтому вот эти мыши, крысы бегут и об вас, значит, разбиваются, да, либо зубы себе выламывают.
очень любите путешествия, свободу, новые какие-то виды, горизонты, очень увлекаетесь, с головой, вернее, ныряете во что-то новое. Вот если вам нравится, если вам по душе, так вы там готовы часами изучать, вы вообще не устаете. По змее вы невероятно очаровательная. Вот есть люди прям красивые, да, как картинки, а есть люди с харизмой, с изюминкой, с очарованием. То есть что-то есть в вас такое, что нельзя описать словами, что можно лишь только прочувствовать, да, вот сердцем прочувствовать. И у вас очень сильные интеллектуальные способности. А также по аркану змея, по карте змея, у многих из вас есть талант, либо способность к внушению, да, увещеванию, внушению. Ну, считайте, что вы гипнотизер, да, можете гипнотизировать людей словами, взглядом, даже жестами. Вот люди не могут вам сопротивляться. Вот умеете. Кто-то это делает осознанно, кто-то, возможно, этому учился. А у кого-то на каком-то подсознательном уровне есть этот талант, это врожденная особенность, и вы время от времени этим пользуетесь. Да? Не так, чтобы прям каждый день. Зачем вам каждый день внушать? Вы время от времени этим пользуетесь, когда вам это необходимо, когда вам это нужно. Ну и если вас будут обижать, то вы раскроете свой капюшон и отравите того, кто вас обижает. Да, не будете церемониться. Звезда. Я так и знала, что вы звезда. А как может быть иначе? Невероятная, очаровательная, не для всех, далекая, с изюминкой, талантливая, со способностями. Конечно, звезда. Кто же еще? Красоточка. Вы знаете, у вас такая красота, вот немножко холодная. Но холодная, значит, недоступная. А недоступная больше всего действует на мужчин, да, потому что у них у всех вот этот вот заложен инстинкт охотника, да. А женщина, которая доступная, ну окей, там попользовался и выкинул. В таких не влюбляются. А недоступная женщина, она же небожительница. За такой женщиной и в огонь, и в воду, и все, что хочешь для нее. И мужчины прям плывут, и штабелями, да, укладываются перед вами. Помните, как в этом фильме «Девчата», по-моему, назывался, да, фильм, там, где Румянцева Надежда играла. И вот она рассказывала про свои мечты, что вот если бы я была красивой, то все бы ребята там с меня глаз не спускали, а кто послабее, вот прям бы и падали, да, и штабелями бы укладывались. Слушайте, я обожаю этот фильм, вот сколько бы лет ни прошло, всегда готова смотреть как первый раз. И вообще Надежда Румянцева такая, вот, кстати, да, вот не зря я ее вспомнила, ведь она очень маленькая, хрупкая, но невероятно талантливая, харизматичная и по жизни очень сильная женщина. Вот кто немножечко там знаком с ее творчеством, либо с ее историей жизни, да, очень похожа. Прям очень похожа. Такая вот очаровашка, такая невинная, но при этом с железным стержнем. Да? И вы вот тоже такая же. Какой у вас верный характер. Вот кого вы любите, вы никогда не оставите. Вы всегда с этим человеком будете рядом. И умеете прощать. А это самое главное в человеке. Уметь прощать. Уметь, скажем так, понять, простить и принять. А вы это умеете делать. Но вы можете простить раз, но на второй раз уже укусите, да? Не простите. Вы даете человеку шанс, но если человек шанс свой профукал, вы терпилой тоже не будете. Вы не из тех, кто подставляет вторую щеку. Вы себя цените, вы себя уважаете. Это очень правильное умение. Ведь много прекрасных женщин потеряли себя, лишились всего из-за того, что не уважали себя, не любили себя, на потребу мужчинам отдавали. Вот. А мужчины просто пользовались и что, в утиль, да? Куда же еще такую женщину одевать? Забрал ее красоту, молодость,
забрал ее любовь, ее ресурсы, и все. Типа, давай, иди гуляй. Как поматросил и бросил. Но нет, вы не позволите, чтобы с вами так обращались. Никогда и никому. Возможно, когда вы были совсем молоденькой, ну, было такое, да, что вы к такому моменту подошли, и вот ваше естество, оно прям восстало, и вы сказали: ни один мужик не достоин, чтобы я перед ним унижалась. Никому не позволю. Вот мне идет такой момент, да, сила пробудилась. Да, был, наверное, какой-то поганец, который вот таким способом пробудил вашу силу. И больше такого с вами не приключалось. Вы больше такого не позволите. Итак, кто же вас боится? Ну, я бы сказала, сам черт вас боится. Вот честно. У кого-то действительно в крови есть паранормальная сила, назовем это так. И вы, возможно, занимаетесь тем, что вы проводите чистки, проводите какие-то обряды, ритуалы. А кто-то из вас очень верующая, да? Вера — это ваше второе имя. И темные силы вас боятся. Люди, подверженные воздействию темных сил, тоже вас боятся. С вами не хотят контактировать, либо конфликтовать, либо вообще в принципе связываться, потому что вы представляете опасность для всего черного, злого, темного, потустороннего, именно с темной стороны, да, вот для них вы представляете опасность. Возможно, вы недавно вот от какого-то негатива избавились, либо кого-то от негатива избавили своими руками, да, своими молитвами. Вот темные не хотят с вами связываться 100%. Они, знаете, вот как-то опасаются. Я не буду говорить, что они прям вас боятся, но они вас точно опасаются. И лишний раз не хотят с вами, да, выходить на один на один, да, не хотят. Дальше. Вас боится некий мужчина. Мужчина, который, скажем так, проявил, либо нечестно поступил, либо какое-то предательство было со стороны этого мужчины. Вот он очень сильно теперь вот сидит, как и трусится, да, на иголках сидит, что вы за ним придете, что вы с него спросите. А он знает, что рука у вас тяжелая, что шутить вы не будете, что вы на все пойдете, лишь бы вот все было по закону, по справедливости, по чести, по совести. Ни перед кем голову не склоните, но и не позволите, чтобы об вас ноги вытирали. Вот он что-то натворил, а теперь он боится. Боится правовых последствий, зная, что вы это все не проглотите. Либо боится, например, каких-то паранормальных последствий. Да? Возможно, мужчина, был уже прецедент, что вы там поссорились, он вас обидел, а потом ему бац и прилетело. Да? Там куча неприятностей, 1001 неприятность на голову упала. И сейчас, возможно, опять такое произошло, и он такой: боже, все, мне хана. Куда бы спрятаться, куда бы в какую норку забиться? Может, в мужской монастырь, да? Может, меня намоленные стены там защитят. Но нет, я такого не вижу. Я вижу, что если виноват, то точно получит. Точно получит. Хоть по закону, хоть по закону кармы, все равно получит. И он это тоже знает, и вот его прям внутри трясет, у него озноб, у него там все как застыло внутри. И хочется куда-то бежать, а куда бежать? Выхода нет, все, допрыгался. Хочется, знаете, еще этому мужчине рискнуть, найти вас, броситься просто в ноги, и плакать, и молить, чтобы вы его, не трогали, да, чтобы вы ему простили, да, вот как-то так ему еще хочется. Но навряд ли он вас очень боится, навряд ли он это сделает. То есть страх будет сильнее. Ну, а то, что наказание не избежать, так это тут уже показано. Не спрятаться, просто некуда прятаться. Дальше. Вас очень боится некая женщина. Женщина, с которой вы вот как-то то ли конкурировали, то ли соперничали. Женщина, честно скажу, она проводила здесь много всяких разных обрядов, ритуалов, скорее всего, магических, и делала прям страшные вещи, запретные вещи. Вещи, за которые очень строго наказывают. И, возможно, даже большие деньги за это платила.
Но вот теперь ей то ли сказали, то ли она уже сама убедилась, да, что с вами такие номера не проходят. Допустим, да, она проводила ритуалы, да, какие-то негативные против вас, чтобы вы болели, чтобы вы старели, чтобы вам там пусто было, чтобы то, чтобы все, чтобы земля вас не носила, да. А эти ритуалы не работают. Она такая: что? Почему? Я что такой черной магией занимаюсь, что происходит? Идет она, например, к мастеру, и мастер там делает расклад на вас, либо просматривает вас энергетически и говорит: дурочка, что ж ты наделала? Ты понимаешь, кого ты обидела, ты понимаешь, что тебя теперь ждет, да? Ей вот в красках могли это все рассказать, и у нее там прям все, коллапс случился, да? Шарики за ролики заскочили, и она там, не знаю, может, обмочилась, может, вообще на ватных ногах ходила. То есть все, натворила делов, да, теперь расплачивайся. А может быть, женщина сама, да, начала своим умом доходить, что как так, я на нее там насмерть делаю, а ей хоть бы что, ходит, светится, улыбается, да еще и он как процветает. Что-то здесь не так. Вот она вам делает, а ей как будто бы возвращается, да, вот сразу как откат идет. Это как, знаете, воду вверх, да, вверх лить, она же все равно назад потом скатывается. И вот она в шоке от того, что ее ждет, в шоке от того, что ей сказали, что она сама натворила. И вот что-то уже происходит. Мне идет, что что-то происходит, что ее просто за душу берет, и сердце у нее вот прям как кровоточит. Что-то уже болезненное произошло, сильно болезненное и неожиданное. А дальше будет больше. И она уже это либо чувствует, либо, опять же, ей предсказали. И вот у нее такой страх животный перед вами. У нее там дома, скорее всего, все ладаном пропахло. Там соль везде лежит, четверговая, иконами, наверное, все заставлено. То есть она сейчас пытается отмолиться и пытается себя зашептать, да, чтобы на нее это не легло. Но нет, так это не работает. Уже дело сделано, уже процессы запущены. Страшно, очень-очень сильно страшно, потому что она не понимает до конца, кто вы такая, и даже не понимает, какие силы за вами стоят. Вот ей кажется, что темные силы, хотя она сама темные силы призывала, чтобы вас погубить. А теперь вот она решила, что вы сама вот исчадие ада, как демоница какая-то. А она, видите, бедная жертва. Но нет, такие отмазки они не пройдут. Очень страшно, женщина плачет, женщина из дома, наверное, уже перестала выходить, потому что ужас, какой-то ужас. И сны такие ужасные снятся, что она прям с криком вскакивает из постели, готовая просто в окно бежать. Вот плохое что-то с ней происходит. Так, еще показаны люди, которые вас, не то чтобы боятся, скорее опасаются, да? Боятся — это прям сильно, а опасаются — это так немножечко другое. Почему опасаются? Потому что они умные люди, потому что они видели вас в вашей работе, либо если довести вас, да, до белого коленя, на что вы способны. И также люди, которые, допустим, от кого-то знают про вас, да, какие-то там факты из вашего прошлого. И, кстати, этих людей много. Тут даже родственники чьи-то могут быть. Тут коллеги могут быть, соседи могут быть и, допустим, бывшие родственники. Да, вот что-то они о вас знают, что, возможно, там правда на 50%, либо 30%, либо, 70%, догадываются, да, все остальное. И вот они вас опасаются, вот считают, что лучше вас обойти, чем вас задеть, да, так здоровее будут, так попроще будет. Возможно, вы даже замечали, что некоторые люди, они вот ни с того ни с сего меняли риторику в вашу сторону, буквально переобувались в полете. И люди, которые просто вот потихоньку отдалялись, либо просто исчезали из вашей жизни. Вот как раз-таки эти люди про вас что-то узнавали, их это впечатляло, либо они своими глазами что-то видели, это их тоже могло впечатлять, и они вот действительно дистанцировались, либо меняли свое мнение и восприятие вас в моменте, да, что ой, а вдруг и мне прилетит, а вдруг и меня там, да,
растопчат и мокрого места не останется. Это тоже есть. Но знаете, что мне больше всего нравится в вашей отсыпке? Мне нравится любовь. Очень много людей показано, которые действительно искренне вас любят и вами восхищаются. И это не только про любовь мужчины и женщины, здесь и про платоническую любовь. Допустим, родители, дети, ваш партнер, может быть, даже какой-то тайный поклонник, ваши коллеги, ваши соседи, ваши родственники, животные ваши, да, вот людей, которые вас любят и уважают гораздо больше, чем те, кто вас боятся, чем те, кто вас остерегается. И гораздо этих людей меньше, а тех, кто любит, гораздо больше. И как по мне, это самое важное, это самое главное, что вы должны знать на сегодняшний день. Вы такая, как вы есть. Ни лучше, ни хуже. Вы такая, как вам комфортно. Вы такая, как вам удобно. Вы такая, какой вы хотите быть. И этого не дать, не взять. Да? Вы звезда. Вы живете именно по своему расписанию, по своим канонам, по своим правилам. И ваша жизнь вас вполне устраивает. Конечно, есть над чем работать, но, как говорится, все еще впереди. Для девушек, кто ищет любовь, вам любовь на роду написана. И что бы вы ни делали, либо там, делаете, не делаете, это не важно. Вы любовь свою встретите. Даже если вы, например, этого уже не хотите, вы все равно любовь свою встретите. А девушки, которые сейчас в паре, в браке, показано, что испытание закончится. Скорее всего, брак у вас кармический, потому что вы сильная личность, слабая, и вы кармический брак не дали. Испытание закончится, все, вы выйдете победительницей. И в один прекрасный день очень сильно резко все поменяется. Потом вспомните эту отсыпку и потом поймете, о чем речь шла. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.